Очередной встречи. Сегодня наша тема называется «Чувашская интеллигенция и большевизм. Осенью 1917 года. Двоеточие. Точки согласия и линии разрыва». То есть пока такое общее название я для нашей следующей встречи сделал. То есть как бы показать, что было схоже в их интересах, целях и где они расходились. И потом, как они друг на друга влияли. Так, посвящена событиям осени 1917 года, времени, когда лоб в лоб столкнулись различные политические силы страны, когда ушло время пафосной говорильни и радужных мечтаний, а наиболее, это которые были много таких весной, летом 1917 года, а наиболее сильные и боеспособные партии, организации и движения стали выходить на политическую арену. Это именно осень 1917 года. К этому времени рассыпались кадетско-меньшевистские составы временного правительства. От партии СССР откололась ее радикальная часть и вылилось движение, называемое левых СССР. Начал зарождаться белое движение, как консервативная реакция на социалистическое преобразование в обществе. Так уже в августе 1917 года на юге России произошел Корниловский мятеж, который напомнил романтикам о праве сильного и неоспоримых аргументах человека с ружьем. Да, я немножко так краски сгущаю, потому что времена были достаточно серьезные. То есть степень накала происходила очень серьезно. Даже бесхребетное эсеровское правительство Керенского, без проведения Всероссийского учредительного собрания, то есть без всенародного одобрения, самостоятельно в сентябре 1917 года провозгласило Россию демократической республикой, отрезав тем самым реваншистские настроения сторонников конституционной монархии. Помните, я говорил насчет весны 1917 года, то есть монархические настроения были еще достаточно сильными, но потом уже поняли, что там царь уже совершенно ритуальный. Осенью 1917 года некоторые национальные окраины, не дожидаясь общероссийского согласия, стали в одностороннем порядке, то есть, как сейчас модно говорить, сепаратно, стали провозглашать собственное национальное государство. Украина, наверное, сделала, Крым, Кавказия, Башкортостан. Обсуждение этого сложного, противоречивого и недостойного времени должно занять несколько тематических лекций. Сегодня мы сосредоточим внимание на партии большевиков. То есть мы не можем все опять перебирать все позиции. То есть мы сегодня больше на партии большевиков уделим внимание, которые, по мнению большинства исследователей, вошли в число лидеров по решительности, боеспособности, дальновидности, принципиальности, ну и, что важно, компромиссности. Причем обсуждать будем не по всей красе, то есть в отношении их социально-экономической и культурной программы, а на аспекты, связанные с национально-политическим движением в стране, по Волжье и с Чувашским в частности. Выявим то, где у них в национальном вопросе жесткий марксистский скелет, а где красивая бижутерия для националов с целью привлечения на свою сторону сторонников по всей стране, Европе и миру в целом. То есть у них вот такое сочетание, то есть у них свой принципиальный марксистский скелет, отдаем должное, они сохраняли, но тем не менее одевали дополнительные наряды, которые были совершенно для них ранее не характерны. Очень важно разобраться в этом для нас в Чувашии, так как у нас до сих пор в массовом и, к сожалению, научном мышлении широко бытуют розовые иллюзии и нелепые байки о том, что якобы при революции всем давали автономию, всем народам давали автономию, а добрый Ленин по знакомству одарил ее и бедных и темных чуваш. То есть у нас примерно общее такое представление существует. Это не так. Автономия и государственность чувашские идеи добивались в тяжелой идеологической борьбе, зачастую наперекор политики Ленина и Сталина. Это не дар сверху, а этнокультурное достояние России и мира в целом, которое формировало чувашское национальное движение на протяжении нескольких веков. Сегодня мы планируем, в частности, осмотреть такие вопросы. Подробнее остановиться на теоретических основах программы большевиков по национальному вопросу до 1917 года и пытаемый смысл лозунга «Право нации на самоопределение вплоть до ее отделения». Выяснить, почему большевики в 1917 году не признавали чувашей и народы Поволжья нациями, относили их в разряд малых народов. У нас об этом не говорится. У нас почему-то автор по умолчанию считает, что якобы обо всех. Нет, не так. Жаль, выявить причины эволюции ленинской программы по национальному вопросу в первый год революции, а также узнать, какую роль в этом сыграл успех чувашского национального движения в 1917 году. И в заключение, наверное, станет таким более практическим блоком нашей
Георгий Валентинович. Остановимся на блестящих результатах участия чувашского движения за национальное равноправие на выборах в ноябре 1917 года во Всероссийское учредительное собрание, будущий парламент демократической России. Вот такие у нас сегодня задачи поставлены. Итак, начнем с первого. Да? Вкратце позицию большевиков по национальному вопросу я уже описал в одной из лекций, посвященной событиям весны 2017 года. Сравнил их с кадетской программой, либеральной, буржуазной, демократической, с эсеровской программой, да, монархической программой. Сейчас вот, в двух словах сейчас вспомним и побольше эти тоже партии вспомним, их взгляды, и побольше внимания уделим как раз уже большевикам. Как я на прошлом уроке говорил, на лекции говорил, когда мы собирали программу Чувашского национального движения, у нас традиционно считается, что она была эсеровская. Но анализируя ее подробнее, приходишь к выводу, что эсеровского там на самом деле не так уж и много. Основные многие программные моменты, они отражали позицию партии кадетов, буржуазной, либерально-демократической. То есть российских либералов, которые строятся как раз на идее самоопределения. В двух словах напомню, что значит вот это кадетское понимание самоопределения. То есть все общества, все люди, если они хотят чего-то добиваться, они должны сами это развивать и добиваться поставленной цели. То есть если нация хочет добиваться, то, пожалуйста, пускай она самоопределится и это делает. Можно священно. Да, поэтому у них в либеральной системе, как сейчас у нас, в 21 веке в России. То есть это кадеты, да? Да, это кадеты, я сейчас напоминаю. Как сейчас. Пожалуйста, но главное условие – это рыночная экономика и частная собственность. Для России к тому времени идея о частной собственности поддержки не имела, потому что вообще для России традиционно вообще понятие частной собственности не существовало, всегда была царская собственность. Только сейчас у нас начали движение в этом отношении. Да, это кадетская программа, там, да, то есть она похожа на нынешнюю нашу сейчас. Хочешь развиваться, пожалуйста, равноправие, делай, самоопределяйся, но за свой счет, своими силами, то есть энергично, да, вот они дорогу осилят. Большевики. Да, не дойдем. Они своими силами дорогу осилят. Эсеры немножко по-другому. То есть у них это построено на принципах справедливости и христианской традиции. Да? То есть если у них была идея социализации, то есть чтобы, опять-таки, частной собственности практически не было, крупной земельной, она принадлежала самим христианам, то есть самому обществу. То есть общество, социализация значит общество. Как зайдешь на центральный вход, сразу на Ага. То есть в чем заключалась идея эсеров? Это социализация, еще раз повторяю, чтобы принадлежало обществу. А дальше они потом сами будут распределять кому чего. Это вот сейчас такие нюансы важно понять, для того, чтобы нам потом дальше понимать все остальные особенности в дальнейшем, и большевиков для того, чтобы лучше понимать. То есть они, социалисты, эсеры, как многие социалисты, они то есть, стояли за федерализацию России, то есть пускай страна делится на некоторые регионы, которые будут по-своему обустраивать свою жизнь, и на договорных отношениях выяснять между собой. У либералов, забыл сказать, у них не федерализация была, а единая унитарная Россия, как в прошлый раз я говорил, и культурная автономия народов. То есть разница есть. Чувашская программа, она была на стыке кадетской и эсеровской. Причем кадетство там было, думаю, даже больше. Потому что программа по местному самоуправлению, которую мы подробно разбирали на прошлом занятии, да, она чисто кадетская по своей сути. Абсолютно там. Аграрный вопрос тоже такой, он, конечно, окрашен такой фразеологию социалистов, то есть там как раз чтобы социализация земли, но там было важное условие до учредительного собрания, дальше потом еще у них там были другие, уже такие более кадетские уже взгляды.
То есть поэтому называть их чисто эсеровскими тут тоже нельзя. Вот. Ну и теперь подходим к нашим большевикам. В прошлый раз я на позапрошлом занятии говорил про большевиков, что для них, собственно говоря, национальный вопрос, это вот сегодня я буду по этому поводу подробнее объяснять, уже с цитатами, уже более развернуто. Для них, собственно говоря, национальной проблемы не существовало. То есть для них основная цель была строительство вненационального, бесклассового, интернационального коммунистического общества. Но национальное движение они поддерживали в той части, которая была удобна им для реализации своих коммунистических программ. И всегда подчеркивал, что это временно. Все национальные подъемы, все национальные движения, которые эти большевики поддерживают, они поддерживают и их автономией, и государственность, и все что угодно, временно, и то не у всех. Да? Я здесь ничего нового не говорю. Если читать классику ленинизма в лице Ленина или Сталина до революционных работ, там все это черным по белому хорошо написано. То есть вот просто в советское время как бы создали такой нам радужный миф, тот самый, то, что пытались совместить, но я потом к этому еще верну. То есть немножко советские уже историки, идеологи, уже позднее, уже 50-е, 60-е годы, там больше уже такого романтизма накрутили. Нет, у них там все очень четко прагматично. Ленина сегодня мы больше разбираем. Его 3 статьи считаются классические, основные, фундаментальные по национальному вопросу. Это критические заметки по национальному вопросу, о праве нации на самоопределение и о гордости великорусов, как это уже было. Но я больше обращу внимание на критические заметки по национальному вопросу. Сейчас по праву на самоопределение я сошлюсь на Бухаринскую работу. Вот, смотрите, он там в своей работе, эта работа была написана в 1913 году, и, в принципе, он там как раз, Ленин читать вообще, честно говоря, немножко сложновато, потому что он больше не идеолог, который выдвигает свои идеи, он полемист, он журналист. Он с кем-то вечно полемизирует в статьях, в частности, по национальному вопросу. Да? Как правило, он с Бауэром, с Каутским, тем же самым знаменитым, с Розой Люксембург. Да, то есть у него всегда в полемике. И статья тоже построена по такому полемическому характеру, поэтому приходится вычленять фразы, но если интересует, рекомендую, потому что там он хорошо написал. И вот что он пишет, без всяких двусмысленностей, конкретно пишет. Лозунг рабочей демократии, цитата, не национальная культура, а интернациональная культура демократизма и всемирного рабочего движения. То есть рабочая демократия должна бороться не за какие-то культуры национальные, этнические, а из-за формирования интернациональной культуры, общей для всех. Дальше цитата. Пусть буржуазия обманывает народ всякими позитивными национальными программами. Сознательно рабочий ответит ей. Есть только одно решение национального вопроса, и это решение последовательный демократизм. Дальше пишет. Национальная программа рабочей демократии, двоеточие. Никаких, безусловно, привилегий ни одной нации, ни одному языку. Я цитирую Ленина. Понимаете, то есть, решение вопроса о политическом самоопределении нации, то есть государственного отделения, их вполне свободным демократическим путем. Сначала я еще раз вернусь. Никаких, безусловно, привилегий ни одной нации, ни одному языку. В Советской России, знаете, да, что были построены национальные государственности с титульной нацией, с привилегиями на языку, то есть, собственно говоря, им пришлось отойти от своих прежних установок. То, что они потом в Советской России построили, то есть изначально предполагалось, что не будет таких вот национальных территориальных образований. Ни культурного плана экстерриториального, ни территориального. Это потом все уже вырабатывалось в ходе самой революции. Так, насчет государственного отделения, вплоть до отделения я потом еще отдельно разберу на основе другой работы. Смотрите, вот интересный такой момент, там же цитата. Издание общегосударственного, национальная программа рабочей партии, издание общегосударственного закона, в силу которого любое мероприятие, сколько земское, городское, общины и так далее и тому подобное, проводящиеся в чем бы то ни было, привилегии одной из наций, нарушающие равноправие нации или право национальных меньшинств, объявляется незаконным и недействительным.
любой гражданин государства вправе требовать отмены такого мероприятия, как противоконституционного и уголовного наказания тех, кто стал бы проводить его в жизни. Это, кстати, очень современная сегодня тематика. Потому что, например, у нас тоже говорят Татарстан, Чувашия, другие регионы говорят о своей, например, школьной программе своим родным языком. У Ленина изначально было записано, что если кто-то узнает, что они где-то устраивают себе какую-то привилегию, это должно быть пресечено, отменено. Смотрите, как это отличается от тех реалий, которые потом сформировали в первый год советской власти. То есть они были вынуждены уже с учетом обстановки менять ситуацию, потому что это нужно было. И вообще даже смотреть, вот последнее, то, что сказал, что то есть никаких там привилегий, никакой нации там, да, это же убийственно для любого национального движения. Если вы реализовываете, а с точки зрения ленинской программы, марксистской программы, это вполне логично было, то есть, потому что вот эти все национальные привилегии, они тормозят революционный процесс. Коммунизация, то есть, да, для них это враждебно. Я потом сейчас подробно, хорошо это опишу, там как раз это в Бухарин замечательно все это описывает, потом сейчас это будет отдельный вопрос. Для них все это враждебно, и поэтому их задача скорее все это уже пережить. Не то, что разрушить, пережить, то есть выйти на другой эволюционный путь развития. То есть от буржуазного общества перейти к социалистическому, потом к коммунистическому. Вот еще интересные цитаты насчет отношения Ленина, как раз программный документ, еще повторяю, что эта статья считается фундаментальной его работой по национальным вопросам. Потому что у него отдельно таких вот работ специальных, как у Сталина. Сталин, да, написал отдельную такую исследовательскую работу, чисто марксизм национального вопроса, я о ней тоже говорил. А Ленин, у него таких прямых нет, только вот такие вот. Вот еще из рассуждений Ленина. В каждой национальной культуре есть хотя бы неразвитые элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни, которые неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная, вот это тоже в момент очень принципиально отметить, а в большинстве еще черносотенные и клерикальные, притом не в виде только элементов, а в виде господствующей культуры. Поэтому национальная культура вообще есть культура помещиков, попов и буржуазии. То есть, еще раз повторяю последнее предложение, то есть тезис национальной культуры – это тезис попов, помещиков и буржуазии. Трудящиеся, по его, скажем так, они, собственно говоря, по своей сути уже интернациональны. Ставим, сейчас интересный момент, тоже много нам что раскрывает. Ставя лозунг интернациональной культуры демократизма и всемирного рабочего движения, мы из каждой национальной культуры берем только ее демократические и социалистические элементы. Берем их только и, безусловно, противовес буржуазной культуре, буржуазному национализму каждой нации. Ни один демократ, и тем более ни один марксист не отрицает равноправие языков или необходимости на родном языке полемизировать с родной буржуазией, пропагандировать эти клерикальные и антибуржуазные идеи родному крестьянству и мещанству. Здесь очень четко и понятно написано, для чего нужно все это поддерживать национальный вопрос. Для того, чтобы социалистические элементы каждой нации на своем языке могли спорить со своей буржуазией, со своими попами и просвещать свой народ. Чисто, практично, прагматично. А для всего остального национальные вот эти аспекты, они только являются тормозящими и буржуазными. Можно было много там набирать, я, честно говоря, не удалось мне сейчас подобрать достаточно много там подобных подборов, но я думаю, что уже подобные вещи, они хорошо отражают самого взгляда Ленина, который был читался в национальной программе. Вот дальше у меня такая фраза есть, прямо, скажем так, да, у него сразу говорит, что в каждой нации есть две нации. Демократическая и буржуазная. То есть эксплуататор и эксплуатируемый. То есть для чего нужно вот эти все эти национальные, поддерживать национальности, чтобы они на своем родном языке, как бы, грубо скажем, выбили глаз своему национальному буржую. Да. То есть это практично. Здесь у меня подборки еще, как он определял вот эту культурную национальную автономию, потому что в двух словах скажу, цитировать не буду.
там тоже интересный большой вопрос, потому что мы с ним тоже далеко можем уйти. Я вам говорил уже, то, что основная программа чувашского движения, она была стояла, движилась практически полностью на идее культурной автономии. Каково было отношение Ленина и партии большевиков к этой программе культурной автономии? Ну, во-первых, сначала надо сказать, что в марксизме не было однозначного отношения к нему. То есть среди марксистов были сторонники и как раз культурной автономизации. В основном они наиболее развиты были в Австро-Венгерской империи того времени. Потому что там тоже схожая проблема для народов Австро-Венгерской империи. То есть много народов, чехи, словаки, поляки, немцы, румыны, венгры, австрийцы, хорваты. Там винегрет народ. И сейчас они все по своим уже государствам, а раньше это было единое государство. И они там тоже как раз продвигали идею культурной автономии. Идеологи австромарксистского, это было направление австромарксизма, то есть Отто Бауэр и Карл Реннер, они как раз были идеологами такой культурной автономизации. То есть в марксизме идея культурной автономии обсуждалась. В австро-венгерской программе это было выражено в программе 1899 года, которая говорила о том, что надо формировать основы как раз культурной автономии. В этом отношении чувашский очень похож на то, что как раз был на австро-венгерский. В советское время говорили, что наши чувашки скопировали у австро-венгерской, но нет, я вот в своей монографии там тоже провожу, что это у нас все-таки более автохтонно, там, может быть, они помогли сформулировать некое предложение, выражение, но оно базировалось на том, что проблема схожая. Напомню, что два народа в России, кто принципиально стоял на принципах культурной автономизации, полностью принципиально, это были евреи и чуваши. Я говорил уже об этом однажды, да? Нет, просто проблемы у них схожие. Потому что у них, нет, не схожие, у них и отличные. Чем они отличаются, то что евреев просто своей территории нет. Поэтому им создавать национальную территориальную государственность, это просто нелогично. А вот чуваши, почему они не хотели? Потому что это малоземелье, земли не хватало. А наши перенаселенные чуваши здесь создавать, причем бедные ресурсами и богатыми людьми, с перенаселенностью. То есть, а культурная автономия позволяла осуществлять переселение в другие регионы, Туркестан, планировалось там, в Башкирской степи. И при этом на тех местах создавать свои культурные автономии. То есть, поэтому, причем приверженность была. Так вот, как большевики относились к идее культурной автономии? Ну, разные там были кто-то из солидарен, но Ленин был категорически против. То есть изначально он еще с первых годов обсуждения этого вопроса культурную автономизацию он начисто, основной принципиальный грех этой программы тот, что она стремится воплотить в жизнь самый утонченный и самый абсолютно до конца доведенный национализм. Суть этой программы: каждый гражданин записывается в ту или иную нацию, и каждая нация составляет юридическое целое с правом принудительного вложения своих членов с национальными парламентами, семьями и с национальными статс-секретарями, министрами. То есть он о чем, почему? Ну, много по этому поводу. И Сталин тоже в своей работе «Марксизм и национальный вопрос» по этому поводу много рассуждает. Как раз громят они вот это Реннера и Бауэра. Почему? Потому что говорят, что мы этим самым только тормозим коммунистический процесс, революционный процесс. Потому что вместо того, чтобы внутри нации эксплуатируемые свергали своих эксплуататоров, у них наоборот в культурной автономии происходит их объединение. То есть культурная автономия, интеллектуальный класс, имущество, кто имеет деньги, он будет сплачивать вокруг себя беднейшие слои своего народа. Ну, пример там как раз вот культурная автономия, как же казанский татар был тоже культурно автономно сильно развит, но у них разные были традиции. Кстати, вообще надо отдельную тему казанских татар сделать, потому что у них очень много было разногласий. Может быть, следующую тему сделаем как раз по принципу национализации, там казанских татар возьмем. Например, то есть у них буржуазия была достаточно развита, а вот даже что там, азербайджанцы, у них нефть в Баку, то есть у них денег было достаточно. То есть у буржуазии, для них там десятки тысяч спонсировали казанские татар. То есть они спонсировали, покупали дома из Азербайджана. Потому что, то есть они как раз будут сплачивать народ в борьбе как раз с политическими партиями.
И Ленина это очень сильно смущало. То есть, когда нации сплачиваются, и причем сплачиваются, как говорится, там и бедняк, и богач, поэтому для Ленина борьба с культурной автономией имела всегда принципиальное большое значение, там, уже это самое, то, что это было красным прям маркером проходит. И в советской идеологии, многие вот сейчас с чем приходится сталкиваться, то, что у нас не понимают вообще смысл культурной автономии. То есть в советское время нашли такую изящную отговорку, мол, там как же культурная автономия для народов России, ну и Чувашии в частности, не подходит, потому что он отражал буржуазный этап, буржуазный национализм, а мы же социалистическое общество строим. То есть это как бы пережиток буржуазного этапа, поэтому культурная автономия это изначально как бы что-то недоразвитое еще. Если кто знаком с нашими книгами по этому вопросу, особенно советского периода, там такая мысль четко проходит, там, посмотрите, там как же. То есть как бы приверженность культурной автономии это считалось показателем твоего класса недозрелости. Но если смотреть по практическим результатам, то культурная автономия как раз вот в рамках Российской империи того времени, либо даже советского государства, она позволяла, давала огромное количество преимуществ. Сразу скажу, что сейчас нам, конечно, я не, еще раз повторяю, потому что меня часто обвиняют, что я там пропагандирую, давайте республика отменим, сделать культурную автономию. Нет, в таком случае. Потому что сейчас уже другие реалии, сейчас уже другие правила игры, другие условия, поэтому, естественно, это государственность необходимо сохранять. Но по тем временам, то есть, в чем преимущество культурных, скажем, автономизаций, потому что, во-первых, сразу сильный аспект. Слабое место для национально-территориальных образований – это многонациональный народ, который проживает на этой территории. Еще раз, как? Многонациональный народ. Нет. Слабое место национально-территориальных образований. Кто это сказал такое? Где вы такое взяли? Я сказал. Сказал. То есть, смотрите там, да, то есть руководство республики, оно получается очень ограничено, потому что она не может проводить. Оно скажет, а я другой национальность, почему не заставляете? У меня тоже право есть, и должен, и все, у нас вот на это часто и провисают многие моменты, потому что и часто получается так, что даже национальные меньшинства, если они грамотно могут пользоваться своими правами, они могут с легкостью разрушать многие вот эти привилегии титульной нации. А культурный принцип, да, то есть они там свои территории, они на территории не претендуют, они просто собирают и причем финансирование этих культурных автономий предполагалось, что они будут из государственного же бюджета по пропорциональному принципу, из государственного бюджета, то есть у них все это обозначалось, либо само налогообложение. То есть хотите вы быть татарами, вы будете кучковаться и ходить в татарские школы. В Чебоксарах проживают. Хотите быть чувашами или евреями, да, или эльфами? Сейчас это тоже актуальная тема. Да? Есть, в принципе, то есть принципиальной разницы нет. То есть как это называлось у Бауэра, персональная автономия. То есть каждый человек персонально определяет свою национальность. Это куда, в какую школу он будет водить своих детей. Где будут учить его чешскому там, или австрийскому языку, или там словацкому языку. Да? То есть это принцип культурной автономии. И потом, в чем преимущество культурной автономии по тем временам, то, что как раз если шло финансирование, то есть социальная справедливость была сильно развита, то оно шло как раз непосредственно на исполнителя, то есть не на чиновничий аппарат государственный, а уже непосредственно в национальный проект продукции. Опять-таки тоже решает большую проблему. И подчиняется непосредственно, то есть национально, то есть на съезд. Ну, ладно, сейчас я не буду объяснять еще, там только сейчас я думаю, понятно. Основной смысл, потому что или непонятно? Если коротко. Еще повторяю, что я считаю, что человек, который много лет уже занимается этими вопросами, и уже не один, я считаю, что по тем временам это было очень адекватная, интересная программа, и поэтому уже поступал несколько раз, обосновывал, что почему именно так. Сейчас другая ситуация. Сейчас культурная автономия у нас мало кто понимает, не считается. У нас да просто деньги.
Так, значит, большевики под влиянием как раз, ну, у них там был раскол какой-то, может, слышали, там как раз Ленин, как раз почему эти национальные вопросы обсуждал, потому что была такая социал-демократическая партия еврейская, бунт. Ой, я не помню, как это называется, бунт, социал-демократическая партия, построена по национальному принципу еврейский, да, и вот они, это как раз тоже марксисты, но они как раз взяли за основу как раз вот культурную автономию, и Ленин как раз вот все копии сломал, поэтому там, в частности, нападал на эту культурную автономию, потому что как раз говорили, что нет, нам вообще никаких автономий не надо. То есть по их логике, там как же, а самоопределение, а почему за право на самоопределение и отделение, я потом отдельно еще скажу. В чем, как я написал, видите, потайной смысл этого тезиса о праве на самоопределение и трудоотделение. Недавно Путин поднимал вопрос, да? Да. Ну, вот как раз непосредственно, то есть основной характер национальной программы большевиков я сейчас осветил. Теперь как раз о праве нас на самоопределение. Теперь сейчас я уже, есть у меня статья о праве нас на самоопределение, достаточно большая, но ее опять-таки излагать, я там же, у него там все опять в виде полемики, как раз с Розой Люксембург, он там все спорит, которая отрицала, говорит, не надо нам никаких там самоопределений и этот самый вплоть до отделения. Она тоже марксистка там была, она то есть с ней там спорила. У него там, если Ленина читали, у него все не просто, не однозначно, устально все, мысль, понятно, сразу, как же написано. А у него, она очень такая витиевата, поэтому я сейчас не буду пользоваться не работой Ленина самой непосредственно, а возьму другую книгу, знаменитая книга, называется «Азбука коммунизма». Она была написана в 19 году Бухариным и Преображенским в качестве, как популярное объяснение программы Российской коммунистической партии большевиков. То есть это 8-й съезд РКПБ пошел весной 19 года. Там как раз и по многим аспектам такого фундаментально считается, там основные там тоже моменты приняли. И в том числе здесь изложено прямо экономическое, культурное, образование, все там. И есть пункт по национальному вопросу. Тоже не буду все там изучать, освещать. Возьму только вопрос о равноправии нации и правом самоопределения. То есть, как они там трактуют. Еще раз говорю, что это был учебник, партийный учебник для агитаторов, издавался миллионными тиражами, и в течение 10 лет, пока это Бухарин был, скажем так, актуален, она считалась основным партийным учебником. То есть, здесь квинтэссенция всей основной мысли, это то есть, принято на 8-м съезде партии. Если кому интересно, можете потом найти в интернете информацию про азбуку коммунизма, почитать там, потому что то, что это по сути. Просто нам сейчас это мало известно, потому что Бухарин ушел в закат, да, там кратко после КГБ писали потом, там другой уже сменил видео. Да? А Бухарин это самое написал. Так, начало немножко пропускаем. Вот. Буду читать. Слух хороший, слушается хорошо. Буду читать, потому что здесь очень хорошо, грамотно, там как же изложено. Действительно, они писали очень хорошо. Смотрите, вообще сразу... Кого читать? Каково, извините, пожалуйста, сейчас каково? Бухарин. А коммунизма. Национальный вопрос, то есть можете найти там это почитать. Глава 7. Национальный вопрос и коммунизм. И вот это сразу такой вопрос такой ставит. Зачем нужно вообще право нации на самоопределение? И дает такой ответ. Чтобы уничтожить в корне всякое недоверие рабочих, угнетенных наций к рабочим, угнетавших наций, необходимо не только возгласить, но и на деле провести полное национальное равенство. То есть, чтобы угнетенных наций, трудящихся угнетенных наций были равны трудящимся угнетаемых наций. Для чего? Это равенство должно быть проведено в области равноправия языка, школы, религии и тому подобное. Мало того, пролетариат должен быть готов провести полное национальное самоопределение, то есть предоставить полную возможность трудящимся большинству людей, нации, решать вопрос, хочет ли эта нация жить в государственном единстве с другой, хочет ли она вступить в тесный добровольный государственный союз, федерацию, или хочет отделиться совсем.
Позвольте спросить читатель, неужели коммунист может стоять за деление нации? Потому что, еще раз говорю, что в европейской мысли там, считалось, как это, что отделение. Нам нужно сплачиваться, а не отделяться друг от друга. Как же будет обстоять тогда дело с единым мировым пролетарским государством, к которому стремятся все коммунисты? Тут есть как будто противоречие. Никакого противоречия здесь нет, ответим мы. Именно в интересах скорейшего достижения полного единства, еще раз это подчеркиваю, именно в интересах скорейшего достижения полного единства всех трудящихся мира бывает иногда необходимо согласиться на временное отделение одной нации от другой. Временное. Разберем два случая, которые могут тут встретиться. Допустим, Бавария, которая входит, это как раз, помните, Баварская Советская Республика появилась, как раз это 18-19 года. Допустим, Бавария, которая входит в объединенную Германию, провозглашена Советская Республика. А в Берлине продолжает царить буржуазная диктатура Носки и Шейдмана. Могут ли баварские коммунисты в таком случае добиваться независимости Баварии? Не только баварские коммунисты, но и коммунисты остальной Германии должны приветствовать отделение Советской Баварии, так как это отделение будет отделением не от германского пролетариата, а от гнета правящей германской буржуазии. То есть Бавария – часть Германии, и все коммунисты Германии должны поддерживать Советскую Баварию, чтобы она отделилась, для защиты от германской буржуазии. Дальше цитата. Возьмем обратный случай. Во всей Германии, кроме Баварии, провозглашена советская власть. Буржуазия Бавария за отделение от советской Германии. Пролетариат Баварии за соединение с ней. Как должны вести себя коммунисты всей Германии? Ясно, что коммунисты Германии должны поддержать баварских рабочих и силы оружия подавить попытки баварской буржуазии к отделению. Это будет не подавление Баварии, а подавление баварской буржуазии. То есть здесь права на самоопределение нет. Если ты отделяешься от советского государства, то права на самоопределение, то есть в сторону буржуазии нет. Даже если федеративность, даже отделение, не полное отделение, там, да, а вот именно федеративное отношение входит. Опять-таки, я просто еще раз говорю, что пошли потом на попятную, когда все эти национальные республики, Башкортостан, Татарстан, и все это, и Украина, и они предполагались как временные явления, которые потом объединятся заново в единое советское государство. Да? То есть, мысль, понимаете? Или надо пояснить? Понимаю. Да. То есть, еще раз говорю, что в этом лозунге очень сидит большой свой интерес. Ну, тут даже рассуждают про Ирландию и Англию. То есть, если Ирландия желает отделиться от буржуазной Англии, то это хорошо. Да? А если в Англии это произойдет советская революция, и она станет советской, то если Ирландия захочет по национальному принципу, ну, до сих пор уже противоречие же есть, да? На основе, кстати, в это время была провозглашена, знаете, в Ирландии была образована Ирландская Советская Республика с красным флагом. Его потом английская буржуазия как раз и задавила. Посмотрите, то есть Ирландская Советская Республика, там, да, с красным флагом, все как положено, то есть вполне мировой пролетарской валюты же. То есть, если Англия станет советской, а Бавария станет такой националистической, Ирландия станет националистической, то уже Ирландии отделяться нельзя. Это уже противоречит. То есть, смотрите, от целесообразности. Ну, да. Таким образом, коммунисты, будучи против отделения пролетариата одной страны от другой, особенно когда эти страны экономически связаны, могут, однако согласиться на временное отделение. Вот, подождите, еще. Сейчас не буду зачитывать, просто сказал. Такой момент, что если, например, вот зачитаю все-таки. Допустим еще, что какая-либо нация с буржуазной, потому что это ближе к нашей теме уже будет. Допустим, еще какая-либо нация с буржуазным режимом хочет отделиться от нации с пролетарским режимом, причем рабочий класс, желающий отделиться
нации в своем большинстве или даже в значительной части. Ну, ладно, своими словами скажу. То есть, если очень появляется большая необходимость, очень хотят отделиться там, да, если пролетариат националистически настроен и хочет отделиться от другого пролетариата, если пролетариат националистически настроен, то есть идет борьбу за свои буржуазии, то мы говорим, мы можем дать им возможность, пускай они отделят, к нам сейчас это подойдем, как раз Башкортостан, как раз, помню, в 19 году как раз образовался первый первая у нас внутренняя Россия, Республика национальная Башкирия в марте 19 года. То есть, если пролетариат просит очень сильно свое национальное отделение, то мы можем позволить им это сделать для того, чтобы, как здесь написано, они отделились и столкнулись со своей национальной буржуазией и начал разбираться с ней. То есть начал разбираться с своей национальной буржуазией. Потому что и теперь она говорит, как же, то, что вот их национальная буржуазия обманывала, что вот русские вас обижали, а теперь здесь русских нету, значит вы все-таки враги. И потом, чтобы они свою национальную буржуазию поставили на место, и потом вновь присоединились к пролетарской семье народов. Это манипуляция. Ну, конечно. Ну, вся политика такая же. Можно я пока буду открывать? А? Пока буду открывать глаза. Лучше пока закрыто, чтобы не сильно разочароваться. Ну, это открытые источники, это миллионы тиражей. Да. Все в таком, и люди все равно шли, они... А тогда считалось, что это будет необратимо, то, что мировая революция будет необратима, все равно это произойдет. А потом это не получилось, и пришлось уже маскировать более красивыми, там, как же словами. Здесь все, это для пропагандистов. Эта книжка была подготовлена специально для пропагандистов. То есть, чтобы они шли, это массово объясняли. Просто вот так, на двух словах. Еще интересно, применительно как раз сразу могу сказать к нашей России. Вот ситуация один к одному происходила с Украиной. В ноябре 2017 года она приняла решение националисты, украинские националисты, буржуазные, которые спонсируют как раз линию буржуазии. А? Да. Нет, Петлюра потом еще вернулся. Он Петлюра пока просто министром был. А так Грушевский, профессор Грушевский, это Верховный Рада. Это потом Петлюра как диктатор уже вернулся. Это через год. Это пока еще ноябрь 2017 года. То есть украинская буржуазия, она самопровозгласила Украинскую республику. Украинский пролетариат его не поддержал и поехал в город Харьков, где провел свой съезд Совета и провозгласил свою Харьковскую республику. Которая, причем вот этот украинский пролетариат, вот эта Харьковская, но она не в размерах нынешней Харьковской области, она была больше, там как раз все, Новороссию, туда и Донбасс полностью входил, и Луганская, и Донецкая область, там все входило. Харьковская Советская республика такая была. И вот это, получается, Украинская народная республика, она как бы считалась буржуазной, а Харьковская Советская республика пролетарской. И между ними началась война. Да? То есть украинские, как же это самое, большевики, партия признала Харьковскую республику, Украинскую Советскую республику, но буржуазную она не признала. Помните, вспоминаете, да, немножко там такие события, там, то есть они там раскололись на две части, то есть они признали только пролетарскую советскую часть, а националистическую, и потом помогли буржуйным путем советской Украине войти в Киев и устанавливать уже, и они этого добились. Это, то есть весной 2018 года это произошло. Но потом все это опять было переформатирование, потому что буржуазное правительство, оно бежало на запад Украины, заключило договор с Германией, которая была в состоянии войны, помните, да? Они заключили договор, это как же мирный договор, и
о том, что германские войска входят на территорию Украины. Как вот сейчас эта ситуация один к одному, только они в НАТО стремятся. Попросили войти. Да, чтобы вот эти немецкие солдаты украинских большевиков, коммунистов выбили. И они это сделали. Но потом как же, немцы потерпели поражение. Ну, им уже было не до Украины, им нужно было домой собираться. Немцы фактически поставили своего ставника Гетмана Скоропадского. Да? Но потом они просто ушли, им просто не в Украине было, и Скоропадский, естественно, ушел, и появился уже Петлюра. То есть чисто опять националисты, которые опять выросли, которые уже не мешали ни большевики, ни немцы. И после потом с Петлюрой уже начались уже Красная Армия начала уже более широкомасштабную войну. То есть, ну, посмотрите, это просто без понимания вот этих теоретических основ тяжело разобраться. Да? То есть поддерживали, теперь ближе к нашему Поволжью, для чего поддержали идею создания Башкирской Советской Республики. В марте 19 года они получили раньше, чем Татарстан. Для того, потому что, как я раньше говорил, башкирские националисты, вообще просто, они всегда, у них эта идея фиксии многовековая, то есть территориальная автономия. То есть они вообще вошли в состав России добровольно, еще в 16 веке. И Ивану Грозному им были пожалованы, то есть на принцип самоуправления, автономности, большие территории. Но потом эти территории начали потихоньку отжимать русские промышленники, другие там, чуваши начали свои поселения там устраивать. И это у них покупало, и это их беспокоило. И они хотели вернуть себе территориально. И они с 17 года заявили принципиально такое, что мы фактически поддерживаем любую власть, кто нам позволит создать свою башкирскую республику. То есть сначала это сами там делали, советская власть вроде что-то не очень рассталась. Они попытались это сделать белогвардейцами. Тоже у них это не особо получилось хорошо. В итоге на договор о том, что советская власть признает Башкортостан Совета как же республикой, они в марте 19 года подписали соглашение об образовании. То есть не как у нас декрет ЦИК, а соглашение между ЦИКом, Совнаркомом и башкирским правительством. Это единственный прецедент, потому что Татарстан уже тоже по декрету образовался. А это был чисто договорной процесс. А для чего большевики позволили башкирским это сделать? То есть, согласно их теоретическим, у них, кстати говоря, мне чем нравится, что у них там все, они могут меняться, трансформироваться, компромиссные, но внутренне они остаются те же самые. Для того, чтобы башкирские пролетарии поняли, что и башкирские националисты, и бай, мурзы обманывают, да, и они потом присоединились. Но этого не случилось. Башкирская национальная идея, так же как татарская, чувашская, они стали живучими. И не произошло временного такой автоматизации, и поэтому пришлось менять. Ну, потом, как Сталин сделал, просто гениально сделал, вот как же, он как сказал, внешняя, форма национальная, а суть интернациональная. То есть в национальных республиках сделал такое, это самое, чтобы была все-таки интернациональная идея, правильно. Территориальный принцип, еще раз повторяю, то, что позволяет как раз формировать интернациональный принцип, потому что где не был президент для одной нации. Это плохо или хорошо? Я не знаю. Я историк, я пытаюсь выяснить, что было на самом деле. Вопрос можно? Потом. Ну, если короткий, то пожалуйста. Нет, вы вот сейчас, когда говорили про большевиков, вы просто забываете сказать то, что большевики, они сюда прибыли из Англии, из Германии, из Америки. И у каждой группировки были свои лично некоторые интересы. Ну, хорошо, я понял. То есть вы имеете в виду, что они им как же равнодушны к национальным идеям, вопросам? Да, то есть это изначально марксизм к национальным идеям, а марксизм он построен на принципе мирового единства пролетариата всех пока да. Без разницы. То есть это нисколько не противоречило. Хорошо, дальше пойду. То есть, а вот еще отсюда немножко маленький такой момент, такой параграф называется параграф 59. Кто выражает волю нации? Да? Интересный правовой вопрос.
А кто может выражать это должность? Да? Ага, нет. Народонаселение. Нет. Нет. Кто может выражать волю нации? Денис. Пролетариат, конечно, кто еще? Что? Классику не читаете? Конечно, пролетариат. Ну, я сказал просто более вообще. Нет. Народ и население, а в населении там живет и интеллигенция, и попы, и буржуазия. То есть классный принцип. Диктатура пролетариата. То есть они должны выражать свое мнение. Да, то есть пролетариат выражает свое мнение. Извините, сейчас я потом мы с вами еще потом можем. Тонкий момент сейчас. Не крестьянство. Не крестьянство. Крестьянство классовое еще не дозрели с точки зрения марксизма. Поэтому для многих крестьянских народов, сейчас с Чувашского начиналось, видите, за проблема. Потому что, а где мы пролетариат найдем, если у нас 90, сколько там, с лишним процентов все крестьяне? Это потом, это было, тогда потом, я не знаю, говорят, что я потом, Юман придумал такую теорию о пролетарском характере и чувашском христианстве. То есть он гениально вошел в все это уже, ну, гениальные вещи рождали. Как часто? Полупролетарский характер чувашского народа, полупролетарский. А знаете как? Потому что он был очень бедный, ездил на шабашке, как сейчас. Да? И поэтому он же не такой привязан к земле и имеет такую большую частную собственность, которая... Почему крестьянам в марксизме отказывают? Потому что они собственнические, собственнические. То есть, ну, не частная собственность, это уже. А у пролетариата ничего нету. То есть он больше идеи справедливости. Нет, да. Их просто не было тогда. Просто да, чуваши у нас были в основном 90%. Кого слушаем? Ну то есть маленькие предприниматели, поэтому они, кстати, потом, если взять события 20-30-х годов, помните, раскулачивание, все это было, там как раз вот это связано. Вот, то есть бывших зажиточных крестьян, предпринимателей, попов и дворян, помещиков, там, да, потом их лишали, не обязательно расстреливать, они такие кровожадные были, их лишали избирательного права. Почему, знаете? Да, я сам отвечу. Почему вы объясните? То есть как раз вот элемент классовой борьбы, потому что чтобы поповские дети кулаков не могли участвовать в политическом процессе. Чтобы могли участвовать только пролетарии. Ну, как бы крестьянам, ну ладно, хорошо. Это крестьянам дали, потом уже, как же, это вынужденно опять-таки дали. Не знаю, я не подтвердил еще, недавно слышал такую вещь, что но это потом сделали, я пока сейчас о причинах, я больше механизм. Потому что марксистская, вот серп и молот, я вот недавно слышал такое, я не знаю, вещь не проверял, привычка у меня такая есть. Я слышал такую вещь, что серп и молот как же предполагал, что это будет как же олицетворять союз российских марксистов и немецких. Потому что Россия больше аграрная, да, серп, а молот это как же это германский. Кстати говоря, в гербе ГДР, там, помните, молот был, да, то есть пролетарский характер это подчеркивался. Это потом только сделали, что это союз пролетариата и крестьянства. Это тоже, но это отдельная тема, сейчас мы не будем долго на это рассказывать, потому что у меня про учение собрания будет как раз. Вот здесь момент такой интересный очень. Зачитаю абзац. То есть с этим разобрались. Кто трудящийся? Здесь деликатно написано трудящиеся, но подразумевается пролетариат. Здесь обходили уже там острый угол. Почитайте там, потому что, ну, понимаете, вот это даже. Потому что они тогда уже в 19 году начали искать компромиссные формы, чтобы и пролетариат, и крестьянство. Потому что, ну, не лечите, а просто ты не продвинешься. А вот такой момент. Как же быть с правом на самоопределение и отделение у наций, которые стоят на очень низкой или самой низкой ступени развития? Как быть с нациями, которые не только не имеют пролетариата, но не имеют и буржуазии, или имеют ее зачаточное состояние? Возьмем, например, наших тунгусов, калмыков, бурят, монголов, многие народы колоний. Здесь крайний случай. Посмотрите, он тоже, Бухарин аккуратно пошел. Он не взял среднее развитие, ну типа нас.
Да? А взял крайне показывает. Здесь вообще не найдется про чувашка, татар, ничего не найдет. Я вам раньше говорил, что в работах Ленина, Сталина, до революции, они только исследуют только Европу. Сейчас об этом тоже скажу, потому что не признавали это все это. Так вот, и он на примере вот таких тунгусов там, да, то есть рассматривал. И как он отвечает? Как быть, если эти нации могут добиваться, допустим, полного отделения от более культурных наций или даже от наций, осуществивших социализм? Не будет ли это усилением варварства за счет цивилизации? То есть он ставит, могут ли они отделяться? Сейчас не буду цитировать, но он там проводит такую мысль, что завуалированно, хитро проводит, не прямо пишет. Поэтому сейчас не буду грузить цитаты, почитайте это, я просто сразу широко скажу. Что если эти нации, вот эти слаборазвитые народы хотят отделиться от буржуазии, от буржуазных государств, то это плохо. От буржуазных государств. Потому что они все равно попадут в экономическую зависимость. То есть они ничего не добьются. То есть и надо сначала построить социализм, а потом их можно отделить для того, чтобы... Ну, а что они так и пишут, что они там... Они безобидные, то есть они там ничего не смогут сопротивляться, и они все равно войдут экономически, потом уже пролетарские народы, советские народы, уже их экономические, уже втянут в свою систему. Потому что если их можно делить, еще раз повторяю, то есть от советского можно, потому что никуда не денутся. От буржуазных нельзя. Потому что это будет видимость, ну, вот так вот, такие двойные стандарты. Потому что это нам касается, опять чувашам, потому что, да, вот здесь тоже подобная ситуация схожая есть. То есть позволялось немножко побаловаться своими автономиями, суверенитетами, государственностями. Потому что, ну, куда они никуда не денутся. Примерно такая логика здесь прописана. Так. Ну все, я с правом самоопределения скажу. Дальше потом, смотрите, вот еще момент такой интересный, очень простой, все мы знаем очень хорошо, вот говорим, что истинная демократия, вообще там равноправие, большевики какие молодцы, они, ну я молодцы, я с ним симпатии, если что говорю, там как же это самое деловито, но они просто ставят другие цели. Всегда вспоминают это ноябрь 2017 года, Декларация прав народов России. Все говорят, что вот, да, провозгласили право на самоопределение, то деление, все замечательно. Но вот она как-то прямо читать не буду, но вот 4 маленьких пункта зачитаю. Первое. Равенство и суверенность народов России. Отлично. Второе. Право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Все хорошо, просто нет. Третье. Отмена всех и всяких национальных и национальных религиозных привилегий и ограничений. Ну, да, то, что требуется, ну, это все правильно. Четвертое. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Во слово при этнографических группах и национальных меньшинств какие народы попадают? Ну, может быть, там кто-нибудь, наверное, да? Нет. Сюда попадают как раз наши чуваши и казанские татары в том числе. Потому что право на самоопределение, для того, чтобы заслужить право на самоопределение, у тебя должно быть развито прошедший буржуазный этап. Понимаете, как изящно попадать. То есть у нас первая часть нас цитирует, и как бы кажется, это всех касается, что все могут самоопределяться. Нет, здесь четко есть разделение на три категории. Народов, имеющих право на самоопределение, национальные меньшинства и этнографические группы. То есть национальное меньшинство это, ну, как мало народа. Здесь четко есть разница. И на самоопределение только те, которые, а эти только свободные, то есть их там нельзя ограничить, обижать их не надо. Но права самоопределения у них нету. То есть Декларация прав народов России, она, еще раз повторяю, что это кто имеет право самоопределяться? У кого есть пролетариат, развитый пролетариат и революционные организации партийные. У татар таких не было. У башкир таких не было. У чуваш таких не было. Ни у марийцев, ни у морды. Ни у чеченов, там, да, ни у кабарды.
Они в уровне феодального еще находились. Понимаете, да? Как это все просто, изящно, то есть здесь с фасоном. Просто да, как бы все там, да, но вы просто не попадаете под эту. Это потом просто чувашка там как раз по Волжье, эта проблема была целая. Когда проходит, например, в феврале 2018 года областной съезд Советов, они в губернии собрались. И там выходит Султан Галиев, там, да, который изящный, просто так, это как же говорит, а что вы тут вообще, о каком самоопределении вы говорите, если самоопределяться должен быть только пролетариат. Это документ, так это в протоколах, там все это. Раскололся потом съезд, потом все это. Ну, просто, то есть фактически сразу он говорил, что ваши слова нелегитимны. Ваше крестьянское мнение никого не интересно. То есть, если вы будете много, как раз наоборот, если будете его выражать, мы вас, вы способники буржуазии и феодалов, обещанных. Знаете, какая жесткая политическая, вот в таких формулировках, жесткая политическая борьба. Да, нормально, да, то есть это как же написано красиво, там, да, и действительно это все это хорошо, но я еще раз говорю, что с точки зрения строительства коммунизма все правильно, я симпатизирую. Построение всемирного справедливого общества, но с национальной точки зрения это, конечно, антинациональная вещь. Ну, для кого-то может быть и хорошо. И еще, опять-таки, еще повторяю, что вот это право на самоопределение, плододеление, еще временное, это у Ленина везде звучит. Пока все, мировая пролетарская революция, а потом все они должны замыслиться в интернациональном единстве. Он эсперанто формировали, что язык. Для чего формировали? Чтобы как раз создать единый универсальный народ, общий масштаб. Так, ну, вот, это за большевиками я закончил. Сейчас вопросы потом. Мне на прошлом занятии задали очень хороший вопрос, мне очень понравился он. Это про учительное собрание выбора ноября 2017 года. Каковы были результаты? Как я уже говорил, что они были блестящие, да, для чувашских. Ну, сначала я результаты потом скажу, сначала немножко предысторию. Итак, вообще выборы сначала должны, выборы учебных собраний должны были состояться, если не ошибаюсь, в августе еще. Но временное правительство откладывало, переносило, дальше, потом на ноябрь перенесло. И вот начали готовиться. 7 сентября, вот я зачитаю просто документ, просто к тому, что как вот это у нас здесь происходило. 7 сентября Чувашское национальное общество, областные земские управы письмо разослало во всех. Так, СИМ предлагается управе провести выбор делегатов от волости на однодневный общечувашский съезд, называемый в городе Казань 28 сентября сего года для окончательного разрешения вопроса о выборах учительных собраний от чувашки и выдать делегатам надлежащее удостоверение. Делегатов нужно выбирать по расчету один делегат на каждые 5000 чувашского населения волости. Если же чувашского волости окажется менее 5000, то все же выбирается один делегат. Все делегаты содержатся за счет избравших их. Посмотрите, интересно, замечательный пример как раз вот самоорганизованности. То есть они денег никого не спрашивают у государства, у губернии. То есть разослали, что давайте сами организуйте выборы, сами его проспонсируйте крестьяне же. И пускай он приедет для того, чтобы Казань приехал для того, чтобы выбирать, создавать общечувашский список делегатов. Ну, ладно, хорошо, разослать это можно, да? А как это будет работать в крестьянском доме? У вас нафиг еще не потратить. Этот съезд прошел 28-29 сентября 2017 года. Честно говоря, у нас очень мало документов, у нас не сохранились материалы этого съезда. Материалы не сохранились, потому что я говорил, что у нас проблема вообще с документами Чувашского национального общества и партии СССР чувашских, они все их там в свое время там закопали, потом уничтожили в Казани в 20-х годах. Не сохранилось. Но вот одного участника, Семена Николаева, там есть воспоминания, которые пишет, немножко я зачитаю, потому что тоже немаловажно. Так. Организован, уже цитата идет, организован съезд согласно решению Майского съезда особой комиссии под руководством Ивана Васильева специально для решения вопросов о кандидатах в учительное собрание. Создан он был представитель голосов по одному или два от голоса чувашского населения. По своему составу съезд был преимущественно крестьянский и был представлен необычайно полно.
Внимание невольно останавливается на этом обстоятельстве. Было видно, как чувашское население серьезно отнеслось к делу выборов учредительных собраний. На расходы делегатов по проезду и содержанию не отпускалось никаких средств. Тем не менее, все делегаты на свои собственные иждивения явились на съезд и провели его до конца. Съезд продолжался 2 дня и имел 2 общих собрания. На первом был оглашен список кандидатов, предлагаемых Чувашской национальной организации партии СССР. Ну и там указано, кто там был выбран. Но я просто хотел обратить внимание, что, посмотрите, это как праймерис. Да, вот. То есть они собрались фактически, крестьяне, смотрите, у нас сейчас поедут куда-нибудь, там, как же в Казань, праймерис своих кандидатов проводить. То есть они выбрали своих представителей на свои деньги, собрались, и где-то вместе читал, что было порядка 300-400 делегатов. Но, к сожалению, у нас много сведений нету больше про этот съезд. Но здесь он описывает о том, как происходили, определялся список, как он там. Кстати, здесь момент такой отмечу, что потом здесь произошел, в частности, как раз конфликт Николаева и Александра Краснова. Александр Краснов это левый эсер, а Николаев это, ну, как эсер считается, но все равно они там больше, еще характер больше кадетский, да, но они официально относятся к партии эсер. Александр Краснов, это потом о нем буду много говорить, это предшественник Ильменя. Ильмень, собственно говоря, выдвиженец. Краснов, который сотрудничал с советской властью, редкий случай, потому что все остальные не сотрудничали с советской властью в 17 году. И когда определялся список кандидатов в учредительное собрание, то есть создали свой общий чувашский список. И решал, там, кто был первый, кто второй, кто третий, четвертый, там даже принципиальное значение. Он, Краснов, руководитель был Казанского гарнизонного военного комитета. То есть у него была большая электоральная поддержка, то есть солдат. И когда приглашали его на эти совещания, то солдаты прям написали там же свое распоряжение, что Краснов обязательно должен возглавить список партийный. Не партийный, национальный список. То есть первый номер 1. Интеллигенция национального общества, у них конфликт пошел. Они его спустили. Как раз так же до номера 4. И ему хватило, это когда были прошли выборы, ему буквально немножко не хватило, чтобы попасть в этот список. Потому что часто у нас говорят о том, что был политический раскол там, на эсер и на левых эсер, да, это самое, то есть это политический раскол там, был, там, то, что Краснов был за левых эсер, за советскую власть, а эти за буржуазию, там что-то такое. В какой-то мере, я думаю, что здесь был и личный конфликт. Потому что Краснов потом в своих воспоминаниях он явно обидно на это пишет, что его сместили. То есть какие-то формально до него докопались, там, да, что он там что-то у себя. Он начал там, он эмоциональный сам был, ораторствующий. Начал что-то выступать, и его просто удалили за неадекватное поведение из зала и проводили выбор без него. И, то есть они там говорили, что будут обязательно, что должен возглавить список, а они сказали, будем голосовать. То есть по голосованию Краснов стал номер 4. И как раз вот Николаев, тоже в том числе, Семен Николаев, был, который с ним как раз вот нехорошо отзывается о Краснове, известными словами. Ну, много не писал там, но сразу видно, что у него там был личный конфликт. И причем с Николаевым. Потому что Краснов, Николаев всегда относится с вниманием, про Васильева и Алинова пишет, ну, нормально. То есть у них там как же это самое, такой момент такой был. Это с определением списка. Дальше. Сравнение. Вообще, это в Казанской губернии и в Поволжье, кроме Чувашии, больше не было национальных списков. То есть татары проявили, казанские татары, большую активность, но они избирались по религиозному принципу, не национальному. То есть они выставляли мусульманские списки. Это не одно и то же. Не одно и то же. То есть, в принципе, много там еще есть. То есть, посмотрите, то есть у них консолидация шла по линии все-таки ислама. Да? И поэтому они выставляли свои мусульманские списки. Такие тоже были и в Симбирской, и в Уфимской, и в Казанской, и в других губерниях. Всего. Причем тогда не попали. Их там не было.
Вообще сначала изначально хотели создать список малых народов Поволжья, который Никольский, который возглавлял, ну, как же, это как раз чуваши, марийцы, мордва, удмурты, кряшни. То есть вместе, чтобы они там, конечно, свои там, делегатов. Но потом чуваши отделились. Между ними раскол произошел. Они не договорились между собой. Вот крещеные татары, они по духу ближе были, конечно, к чувашам, но марийцы и удмурты, они были сторонниками территориальной автономии. Потому что земли большие, у них другие интересы были. Марийцы вначале тоже в июле обсуждали, они хотели, тоже обсуждали вопрос о том, что будем ли вы составлять свой марийский список. Вот есть такой тоже, ну это уже, я взял из протокола марийских съездов, о том, что вот в июле они приняли, что мы свой национальный список выставлять не будем, и будем поддерживать партию СССР как наиболее защищающую права крестьян и волю. И чтобы все марийцы голосовали за эсеровский список. То есть они настаивали на том, чтобы в эти списки эсеровские попали представители от марийского народа. В частности, по казанскому списку это Васильев, вятскому списку Индияров, Криведяев, по уфимскому списку. Но я специально смотрел потом в числе, их там, конечно, 4 депутатов, и они не попали. Так, тут идет речь уже о том, как... Ну, потом еще назову, какие. Было всего 11 списков, я их потом еще назову. Это будет результат проверки. Так, здесь идет как раз это о том, что хорошая пропагандистская работа была налажена, как раз Иван Николаев вспоминает Ивана Васильева, я об этом говорил, что там какие-то пропагандисты агитировали, и то, что было очень хорошо организовано. Так. Потом они проводили свои дополнительные совещания. Сейчас я не буду на этот момент уделять. Вот такие моменты еще отмечу, что так. Такой момент. Я сейчас зачитаю. Это тоже начало ноября 2017 года. Все равно чуваши, выставляя свой национальный список, понимали, что они рискуют, они могут в итоге за них мало проголосовать, потому что чувашские крестьяне тоже могут заагитировать, и они проголосуют за СССР. Поэтому, видать, уже там тоже не все... Кстати говоря, чувашская партия СССР в то время, она находилась в очень конфликтных отношениях с губернской, казанской организацией партии СССР. Потому что казанская губернская организация эсеровская очень сильно обижалась, что они отделились от них. Как бы так это сам прям в печати у них там обливали друг друга там хорошо там, да. Почему вы отделились? Чувашские отвечали, да мы вообще-то чувашская организация, самая первая эсеровская организация по Волжье. Мы вас старше и авторитетнее. Это не губернская организация СССР отвечали. Да, у нас газеты такие есть, там. Потому что эсеровская организация, она Поволжье, первая чувашская организация появилась в 1906 году. Потом только это развилось уже все остальное. То есть у них не очень ровно было, поэтому они, видать, испытывали между собой как же сомнения, потому что эсеры возьмут, заагитируют и победишь. И вот они, в частности, вот в ноябре вот, на предварительном совещании принимают решение, что если что, там, как же, если нас будет мало, то мы объединимся со списком, список номер 1, а это список номер 4, Казанское губернское мусульманское собрание. То есть они потом, что с казанскими мусульманами, они объединятся. Вот такой интересный момент. Просто блокируется. Как у нас делаешь, блокируются же разные списки, которые могут, да? Такая блокировка произошла в Симбирской губернии. То есть там выставляли тоже чувашский список, там возглавлял уже Петров Юман, Германин Титов, ну и другие там были. Они объединились, то есть они понимали, что в Симбирской губернии их не надо награть, потому что там вот в Симбирской у них эсеровская организация была довольно-таки сильная. И они объединились с эсерами, и Петров Юман, и Германин Титов, и мусульманский комитет тоже объединился, то есть они одним списком пошли. В итоге чуваши получили очень хорошие Всероссийское учительное собрание. Это будущий парламент России.
Будущий парламент России предполагался. То есть они там, то есть по чувашскому списку, по казанскому прошло. В Уфимске тоже поставляли, но там не прошел. Комиссар там участвовал. 3 человека, это очень большой результат по казанскому списку. По Симбирскому вместе с эсеровской организацией прошли Петров, Иман и Титов. То есть и вот эти 5 человек, как 5 чувашских, 3 человека по национальному списку, 2 человека по эсеровскому, но они это планировали в будущем парламенте организовать свою чувашскую фракцию. Это очень круто, потому что вот мы сейчас будем потом дальше говорить, почему большевистская программа не смогла сломать вообще вот это национальное движение, потому что, ну, как вот с такими результатами потом их запишут этнографические группы национальных меньшинств, если они показывают такую степень консолидированности и способности в отстаивании своих политических прав. Потом уже я как-то говорил, что летом 2017 года чуваши попали в разряд уже нормально развитых народов на уровне украинцев, казанских татар. Но в 2020 году они из этого списка попали. Не убежите. Ну там другие причины. То есть были списки, они были в 18 авторитет их большой был. И поэтому, то есть, то, что это заявлял, что там, да, в чем их сходилось, потому что разные с точки линии разрыва были колоссальные. Они противоречили друг другу. Но точки согласия находили на том, что с таким единением сложно спорить. У татар прошло мусульман 15 человек, но еще раз повторяю, что у них не было национальных списков. У башкир были национальные списки. По-моему, 2 человека, что ли, там или ничего не помню, но 5 человек чувашских, это был очень хороший показатель. Там было латышей, по-моему, 5 человек было, в Азербайджане. То есть где-то я записывал, ну, сейчас я не нашел, когда готовился. Теперь по процентам. Итак, то есть там была система не по спискам, как сейчас у нас, да? 11 списков было. Первый список полномочный, общечувашский национальный съезд, Чувашский военный комитет и Чувашская партия СССР. Второй список партия народной свободы, это кадеты. Третий кооператоры и независимые социалисты. Четвертый Казанский губернский мусульманский собрание. Пятый РСДРП, социал-демократы объединенные. Потому что большевики отдельничные. Шестой Союз православного духовенства и мирян Казанской губернии. Духовенство шла, партия также участвовала в выборах. Седьмая это Казанская организация партии большевиков. Восьмая сельскохозяйственная ремесленная торгово-промышленной группы. Девятый Казанский старший комитет партии социалистов-революционеров. То есть вот как раз это то, что партия СССР, если называют старший комитет, это уже, то есть как Казанский губернский. Десятый мусульманский социалистический комитет, который себя отделял, тем отдельно, особо это Вахидов, как раз это также Султан Галиев, это те, которые потом начали с большевиками сотрудничать. И 11-й Казанская губернская организация партии СССР, Казанский губернский совет крестьянских депутатов. Большевики шли, 7-й номер у них там был еще, повторяю, тоже в Казани смотрел газеты, их «Знамя революции», как раз большевистские, и они прямо говорили, что за список номер 1 и 4 голосовать не надо. То есть за чувашские и за мусульманских не надо, потому что они отрывают голоса от трудящихся. Большевиков проголосовало по округу 50 тысяч, в процентах 5,8%. А сколько человек? Ну, кстати, я давайте проценты буду отвечать. То есть это большевики в Казанской губернии получили 5,8%. Собственно говоря, потому что, естественно, крестьянский регион. Партии СССР 30%, 30,3%. Это лидер. Да? То есть, поэтому вообще поволжские территории, они всегда были анклавом, прям опорой партии СССР. То есть, потому что в Центральной России, промышленной части, там, их там меньше было. В Симбирской губернии порядка 60% там как раз. И как раз есть Ленин анализирует там как раз победу СССР, как раз тоже как раз в конце 17 года, и он нам пишет, что в Симбирской губернии они 60% получили за то, что их чувашские эсеры поддержали.
У меня такая цитата есть. Могу даже сейчас я ее буквально цитировать, скажу. Ленин критикует утверждение русских эсеров о том, что в Волжско-Уральской области, получив на выборах учитель собрания большинство голосов 62%, заметил, что эта цифра получена путем добавления мусульманских и чувашских эсеров. Без них должно было быть только 43. А? Нет, сейчас это самое. Позвольте. То есть первое это эсеры. Дальше, потом вот этот, который список номер 4, Казанское губернское мусульманское собрание, 8,3%. То есть немного. Да, вот побольше уже социалистические мусульмане, мусульманский социалистический комитет 17%, 17,8%. Ну, кадеты 3%, там мусульманские, то есть чувашки 26,4%. 26,4%. То есть больше четверти избирателей Казанской губернии проголосовали за чувашский список. Это отдельный список? Да. Отдельный чувашский список? Отдельный чувашский список. Не серый, не да. отдельный чувашский список. Да. Они... Российский был список чувашский. Поэтому, ну как Казань, а не Казань, была там вообще представитель Казанского губернского права, его, что-то он куда-то уехал там, и все это время исполнял его заместитель Николай Васильевич Никольский. То есть они, собственно говоря, у них там в Казани было руководство. Они чуваши, да, и в руководстве там тоже было. Но, потому что потом мы будем еще говорить о том, что было противостояние между земствами и советами. Вот в советах там, да, уже по-другому пошло. Но в земствах у нас как раз пошло по линии сопротивления как раз по земствам. Помните, я говорил, что как раз про программу, когда рассматривали, то, что как раз земства, они вошли в противовес советским учреждениям. Потому что на уровне земского объединения, помните, вы говорили, Чувашский союз земств был в делах. То есть основной человек по земскому движению Казанской губернии это был Николай Васильевич Никольский. И поэтому в Чебоксарском уезде земское движение было очень сильно развито, поэтому у них там вплоть до войны с Чебоксарским советом происходило. Там они до вооруженных столкновений дошли. Потому что фактически в Чебоксарском уезде как раз в то время как раз происходило столкновение между, потому что в Чебоксарском совете это рабочие и солдаты, ну, в основном русские все. Да? Сначала был какой-то представитель, это Грасис, а потом им нужно получать деньги, то есть на кассу пополнять. А все христианское население Чебоксарского уезда, она саботировала Чебоксарский совет и говорила о том, что вы нам не нужны, мы будем работать с Чебоксарским земством, Чебоксарским уездным земством, в руководстве которого были сплошь одни чуваши. Это Прохоров, Михаил Прохоров, там, да. Потом Алексеев, как же там тоже было, там другие там. То есть оно было там сплошь было чувашским. И это прямо у них там доходило до этого. И ситуация немножко такая получалась, как же на национальный конфликт получался, что русский совет будет напрягать чувашское, это как же крестьян, и поэтому они сделали тоже хитрый ход конем. Они поставили председателя Чебоксарского совета Кадыкова, то есть этнического чуваша. То есть, в общем, руками ну, как обычно, там это самое разделяем власть, то есть стандартная система. Потом сделал Кадыкова, там, да, это будет у них продолжаться в течение всего половины 2018 года, там противостояние очень жестко было, там, да, потом видео убийства выходил, его арестовали, он скрывался. Потом в итоге и Кадыкова-то это толпой растерзали. То есть, как же это самое, то есть, тоже это было там, как же это происходило. Ну вот, в принципе, основное, то есть, подвожу итоги. То есть в конце 2017 года, нет, осенью, не в конце, потому что конец 2017 года, декабрь, там это другая ситуация уже, я буду говорить про Волжско-Уральский штат, то там еще плечи начинается, там все начинает только закручиваться. Там Волжско-Уральский штат начинается, там, опять бодание разных проектов, автоматизации. Как раз и это начинается то, что мы сегодня обсуждали по политической, идеологической платформе национальных партий большевиков, позиции. То есть там начинается очень серьезное столкновение. То есть к концу осени чувашские движения были очень сильные положения. Газеты,
поддержка, губернская поддержка, особенно земства. Газета «Хапар» в 17 году издавалась на деньги Казанского губернского земства, деньги давал. Да. Шло, они там начинали создавать общечувашские фонды, все остальное, там как раз вот это, что формировать культурную автономию. То есть свои банки, свою милицию. Да, Владимир Борисович, как раз мы говорили уже про армию, то есть как раз свое народное ополчение. Потому что Сельский потом описывал потом свои статьи. Он призывал, Ну, когда он призывал, уже банк уже был сложен. Он был молодой, потому что он призывал в банк. Ну, это как раз об этом процессе идет речь. Да, то есть для того, чтобы, еще раз, ну, армия там нужна была, милиция не для того, чтобы с кем-то воевать, а для того, чтобы защищать права своих народов. Чисто, опять-таки, кадетская система. Кадетская, как сейчас у нас, ну, как ЧОПы сейчас набирают, чтобы они защищали их права. То есть, в принципе, так же сейчас собирался. Национальная гвардия сделала, и все. Да, национальная гвардия, то есть, например, такое создалось. Партия большевиков взяла власть в Петрограде. Она пока еще в конце 17 года по стране популярна, конечно, не было. Все просто деликатно ждали, когда они наконец-то ведут с Петрограда, вообще ведут куда-нибудь обратно в свою Германию. Да? Поэтому вообще делали вид, что их нету, большевиков. То есть особенно как раз чувашков. И того, что то есть, они просто игнорировали большевиков. Большевики здесь тоже в руководстве Казанского совета были. Но они были настолько мало было, и они пришли. Председателем Казанского губернского совета стал Яков Шейхман, личный друг Свердлова, кстати говоря. То есть он человек приезжий, его прислали, молодой, горячий оратор, агитатор. Но его более-менее еще поддерживал Грасис. Ну, тут Грасис надо отдельно тему посвятить, потому что у него своя отдельная программа была, потому что национальному вопросу. И Чувашин большой интерес сыграл вообще с ним. Собственно говоря, так большой большевистской поддержки Казанской губернии, Поволжья, кстати, Поволжья-то и не было. То есть там были сильны левые эсеры, которые считались союзниками большевиков. То есть они помогали большевикам утверждаться на этой территории, но потом мы знаем, что они потом между собой в проблемы пошли. Поэтому, подводя итоги, большевистская программа ленинская не собиралась признавать. Но позиции были их очень сильные. У татар были сильные позиции. Но еще раз говорю, на исламском, конечно, потому что у них там тоже была своя мусульманская фракция. Но у них там, да, у них еще и государственный дух были свои мусульманские фракции. То есть Поволжье просто так не сдавался. Причем она была сильна не военными силами, не богатством, а вот именно то, что они все трудящиеся, они все их нельзя назвать эксплуататорами, они все эксплуатируемые. Они же угнетенный народ. У них уже большое было преимущество коммунистической, социалистической риторики. То есть их там просто так меняли. Как потом дальше развивались события, столкновения, там были перипетии, опять многослойно там все это. И так, и это, потом по частям постараемся разобрать в будущем. Ну, в принципе, я сейчас говорю, что монографию написал в прошлом году по этому поводу, то есть сейчас написал по 2017 году и первые 2 месяца 2018 года, то есть там подробно, уже последовательно все это рассматриваю. Не знаю, когда публикует, издательство лежит. Но сейчас планирую заниматься второй частью. Это самое интересное, это весна 2018 года. Это самое интересное, когда они тут уже и чувашские, они были здесь настолько авторитетные, в Поволжье были авторитетные, и пошли уже, дальше ехали права качать уже куда? В Москву. Там они начали уже наглядно, уже в практическом смысле вынуждать большевистское правительство принимать новые условия игры. Друг друга. Но при этом это как же, это была взаимовыгодная игра. Но еще раз говорю, симпатия к большевикам, потому что в принципе они сделали взаимовыгодную конструкцию. По крайней мере, они где-то прогнули, но где-то и дали много и преференций, которые сохранились и по многим. Ну, это еще как бы представить. Вообще надо как-то все это разлиновать, как же все это по графике, наверное, отдельно, вообще хронологию событий, наверное, может быть, отдельно даже. Так, да.
Ну все, вопрос. Вопрос. Я вот первый вопрос задам. Вот. Вот, чтобы вперед двигаться, вы правильно делаете. Надо повернуться, посмотреть назад. Что было? А что было у нас? Вообще это слово чувашка, они появились недавно. Давайте, извините, мы с вами договорились, что я буду вас останавливать. Нет, я говорю это самое. Вы сейчас начнете с Нет, нет, Давайте 18 года вопрос другие есть. нет, у вас вот как раз вот Юман и как там еще один был, они вообще хотели назвать Булгарской республикой. Как раз вот этот самый начальный, они хотели назвать Булгарской. Это было в 20-х годах. Вот, потом их репрессировали. Вот они правильно сделали. Если как назовешь корабль, так и поплывет. Так и поплывет. Вот мы поплыли, мы плохо поплыли, потому что неправильно назвали. Согласен. Спасибо. Можно вопрос? А нет, ответьте. Нет, а вообще вопрос? Нет, вопрос-то. Хорошо. Нет. Когда назовут что-то правильно, чтобы мы поплыли правильно. Да, украинцы сейчас правильно называют. Правильно. Волжский болгар имеет в виду. Да. Вообще, Надо назвать нас правильно. давайте, нет, я подожду, сейчас не извините, это отдельно. Волжский болгар, правильно? Нет, давайте болгар. Ну, отдельно, пожалуйста. Вот Денис, Да, у меня есть вопрос один. я очень ценю вопрос. Значит, якобы неравноправие языков там было. Дело в том, чтобы палку, когда она согнута в одну сторону, надо ее распрямить, чтобы она немножко в другую сторону была, чтобы она в конце прямо стояла. Правильно? Или все-таки чувашский язык, там, ну, конкретно чувашский, равноправный царской России, наверное, русским был, да, языком? Русским, С русским. ну как сказать, нет. Когда равноправный. Ну вот, она даже таким образом говорит, что о том, что якобы какие-то преференции, это же чисто буржуазная логика. Типа на рынке кто как торгует, тот и молодец. То есть, грубо говоря, какая-нибудь монополия огромная и какой-нибудь частный лавочник. Типа, ну они на рынке же торгуются, у них одинаковые возможности. То есть, как бы, Ленин все-таки не буржуазную логику равенства мыслил. Это не агенты товарного производства на рынке, которые встречаются, правильно? Типа, вот за сколько взял, сколько возьмешь. Равноправие предполагалось, что как бы равные возможности, в том числе и обучение на родном языке и так далее. Если они сами это не могли сделать, надо было бы им помочь. Естественно, надо было вложиться. Хорошо, да, я... Вот об этом речь, а не равноправие, что типа вот, сколько смог, столько и взял. Кстати, Это в этом отношении, там, да, я с этим полностью согласен, там, да, но применительно сейчас к нашей теме, к нашей чувашке, то есть могу сказать, что в начале 2018 года там появляется, активно разрабатывается идея о национализации школы. То есть о том, чтобы формировать свою образовательную школьную систему. То есть со своим центральным советом, который будет курировать. То есть они будут изучать. Вот когда я буду еще раз освещать Воронежский штат, там очень хорошо подобные вопросы освещаются. То есть в школах будет и русский язык. То есть в штате предполагалось, что это обязательно три языка должны изучать дети. В этом Воронежском штате. Это то, что с татарами мы договорились. Русский обязательно, а остальные там, как же, чувашский, татарский, марийский, по выбору уже там. Но 2 языка обязательно надо знать. То есть 3 языка в итоге обучаются. То есть ты должен был изучать русский как общегосударственный, свой язык ты можешь свой изучать, там, да, и остальное по выбору какой-то там татарский или марийский. Ну, в зависимости от того, с кем ты будешь, в какой среде ты собираешься дальше жить и карьеру делать. Ну, как бы... То есть это как раз и интернационализм. Образование предполагается не изучение языка иностранного, а на родном языке. То есть, грубо говоря, вот физику, которую мы знаем, что там не только чувашский, например, как звучит и так далее. То есть такая была идея, да. То есть в этом смысл национального языка. То есть не учить человека русскому, а потом на русском языке его учить как бы всем остальным наукам, а чтобы на родном языке непосредственно. Да, вот это, кстати, вот эта полемика, она была тогда вот тоже раскол произошел по преподаванию языку, потому что одна часть говорила, что надо базироваться на общегосударственной системе, систему Казанского учебного округа, которая дискутировали, отвечала там, да, это самое, то есть, Лукьянов, в частности, там такой Иван Лукьянов, председатель Казанского военно-окружного комитета чувашского, он такой продвигал о том, что как раз надо, чтобы там на общих основаниях, там, как раз о чем как раз, чтобы свой родной, как иностранный изучить. Но и были сторонники, в частности Юман и Титов, о том, что надо создавать свою национальную школу полностью.
и изучать уже просто как бы на договорных отношениях и с татарскими, и с русскими, и со всеми остальными. То есть свои отдельные, то есть там уже как раз вот ты будешь говорить на чувашском и изучать русский как иностранный, татарский как А иностранный. сейчас существует такие национальности? Нет. А если бы... Они запрещено, по-моему, Нет, запрещено. Да. А расскажите, почему? Они говорят, Ну, я же написал же никаких привилегий. То есть все от Ленина? Конечно. Проблема в том, что надо написать, есть учебник, чувашские подписники, Собственно, я просто изображение тогда как бы заместит реально азербайджанскому государю. То есть у них азербайджанский... Нет, они не про это говорили, они вообще хотели свой образовательный стандарт делать, не просто на своем языке, а сами курсы, программу определять, что изучать и так далее. Вот я как раз, как и Ленин, как бы против этого, потому что сколько бы в России было бы коммунистов, если бы, допустим, труды Маркса и Энгельса на русский не переводили. Во-первых, это С точки зрения национализма ты совершенно интересно. прав. А с точки зрения национализма, то мы видим, что Нет, ну это даже буржуазия, баллонская система, неважно на каком языке разговаривать, стандарт одинаковый. В чем проблема? И вот смысл в чем заключается? В том, чтобы если ты настоящий националист, то ты должен как бы стремиться поднять свою нацию до уровня мирового, а не колхозникам там как землю там ковырять, изучать. То есть ты должен как минимум современные достижения там химии, физики изучать. Это в первую очередь тебе нужно, грубо говоря, как чувашу, понимать, как там законы физики устроены. И ты должен объяснить своим же чувашам уметь на чувашском языке, неважно там на русском. То есть перевести, грубо говоря, о чем говорили, учебник химии, физики, это тебе в первую очередь надо. Вот это не надо немцам, которые, грубо говоря, или французам, которые там открыть сделать. Они на своем языке, он на латинском написал не то начало, он вообще не обязан был на другом языке писать, но вы его на русском уже перевели. Декарт свои работы написал на немецком, или так, на французском, да, на французском, короче, а мы же их на русском знаем. То есть, как бы, та нация, которая заинтересована в росте культурного, она должна переводить. То есть это ее как бы прямая потребность. А если они там хотят в пещере жить, ну как бы, как можно это поддерживать? Конечно, как бы любой настоящий националист будет как бы стремиться к тому, чтобы подняться до уровня, а не пытаться выделиться как гопник там тем, что избивает других. Ну как бы таким образом. То есть на плохом делиться, а не на хорошем. На плохом не влияется. То есть они как раз сказали о том, что надо самим доразвиться до такого уровня, поэтому начали переводить и математику тогда, и физику, там, географию, то, чтобы все знать. Вот это надо поддерживать, да, чтобы они свои программы делали там, что активно занимались там с какой-то там. Вообще образовательный вопрос, это была основная фишка вообще культурной автономии, это всегда это школьный вопрос, в первую очередь. Начиная со школы, Да. А потом будут открываться уже национально ориентированные люди. То есть они сами уже добьются, пользуясь принципом уже демократии и равенства, они своим равенством, они сами построят уже что-то. Они, другие народы посмотрят, слушай, это такие классные ребята, у них классные, давай-ка я с ним буду тусоваться. Они пойдут, себе запишут, ну, тоже чуваш, это психолог. Ну, наверное, все равно мы придем к одному языку в мире. Не знаю. Еще вопросы есть? Там заметка была, как там, об автоматизации национальном вопросе. Потому что я хочу немножко ответную реакцию услышать, потому что какие вопросы вам интересны, чтобы я, может, еще раз на них отвечу. Современная школа, по какой математике давно учил на чувашском языке? Это у Блинова спросите, это я не знаю. Борис, ты знаешь, что ли? В современной чувашской школе математику до какого класса? Ну, математику вообще не Ленина были записки, да, значит, вопрос о национальности или автономизации. Вот там как раз одна из записок как раз посвящена отношению между малыми и большими нациями. Это у нас был вопрос тоже. Ну, конечно, немножко технологически. Ну, там у них я объясню сейчас. Там получается, он рассматривает проблему защиты, то есть то, что у малых народов надо защищать их права, им помогать защищать. Но нигде не говорится о том, что они сами могут делать. Там по-другому сказано. Там сказано, что вы должны любое их право уважать. То есть, если не хотят отделиться, пусть отделяются, не хотят, не надо. Вот. То есть, большая нация любое право должна признавать, а маленькая у нее есть выбор. Она может отделиться, а может нет. То есть, ей нельзя навязывать отделение, и нельзя навязывать присоединение. Вот он об этом говорит. Что между большой нацией и маленькой нацией немножко разные права и обязанности. Он об этом говорит. Ну, то, что основная мысль в отношении малых народов, там, то, что им свободное развитие. Можно? А большая нация должна любого уважать. В этом месте. Я послушался, потому что
было непонятно, почему вы рассматриваете не в контексте, скажем так, вот, какого-то большого куска исторического, а какой-то мелочь. Знаете, вы как, что это раз. Нет, подождите, я сразу отвечу, вы просто сначала пропустили, как раз вначале я и Корниловский мятеж, да, вспомнил, и СССР, все там процессы, и Керенского там, и сказал, что будут только большевиков, и то не всю программу, а чисто национальный вопрос. Вот, и у меня еще есть очень хороший знакомый, который живет в Прибалтике. Вот. И вот он очень рассказывал, он очень занимал. Вот он рассказывал, когда они ходили под красным снегом, под советским, то их там кругом уважали, не надо уважали. Когда вот сейчас они слушают под каким-то неизвестным знаменем и соответствующим отношениям. Хотя сейчас они там, мы там такие крутые, я никогда не крутые, значит никто, звать их никого. То есть вот это очень того, для чего это нужно делать, я не понимаю. То есть тогда мы были в семье народов. То есть Советский Союз – это огромная страна. Это мощная страна. И то, что ее уничтожили, да, везде происходит борьба конкуренция между нациями, между государствами, между группами, между девушками за парня, между парнями за девушку. На самом деле очень интересно, как большевики при таком минимальном проценте всех людей. Большевики? Ну да, у них есть, потому что у них четко хорошо выражено вот скелет марксистский там, да, и дальше хорошо его там в разных ситуациях там по-разному, то есть, но при этом сохранение принципиального. Ну, задай вопрос. А? Задай вопрос. Нет, режиссер мне нравится. Я рад, потому что вас не Ну, знаете, вот в институте никогда не преподавали. Институт истории. Ну, вообще, да, национальный, потому что специально таких курсов нет. Ну, я же весной собирал курсы как раз по национальному государственному устройству, потому что педагог, как раз вот теоретические моменты, но там не получился, сорвался, и, возможно, в октябре опять состоится. То есть курсы в институте культуры, да, то есть я начну там с теоретиков по национальным вопросам, Маркс, там, Гелман, современный сейчас авторитет. Это интересно, что именно узкий промежуток времени и место. Ну все, спасибо за внимание. Так, маленькое объявление, потому что не все здесь наши. 26 мая будет, значит, круглый стол, 25 лет Союза Арказатьева. 26 мая, Россия 70 сейчас 11.